Как один абхазский блогер обвинил меня во лжи, но сам опозорился на весь ТикТок. Сейчас расскажу, как это было. Он снял видео разоблачение про мое видео на YouTube «Абхазия на древних картах. Часть 2». В этом видео я показывал различные исторические карты. Один из них — карта Диего Омема, 1559 год. На ней почти на всем восточном побережье Черного моря расположена Мигрелия. И надпись Мигрелия тянется почти до Азовского моря. А рядом с надписью Мигрелией находится грузинский флаг. Этот блогер заявил, что это не грузинский флаг, а флаг генуэзцев. Да, действительно, это карта португальского картографа Диего Омема. Карта 1559 года выпуска. На этой карте мы с вами видим два флага. Первый флаг правее — это зеленый флаг с полумесяцами. На территории Маура-Лока, это современный Геленджик, изображен еще один флаг. Белый флаг с красным крестом. Но грузинский блогер заявил о том, что будто бы это надпись Мингрелия, то есть Мигрелия, а также грузинский флаг недалеко от Азовского моря, и многие топонимы неопровержимо доказывают, что за рекой Кубанью находится Мигрелия. Однако это не соответствует действительности. На территории Маура-Лока, современный Геленджик, там располагался торговый порт Генуэзской республики. А флаг этот Генуэзской республики, а никак не грузинский флаг. А вот вам другая карта с указанием генуэзских торговых факторий и генуэзского флага. А вот как и поныне выглядит герб, флаг города Генуя. Во-первых, с чего он взял, что это красный крест на белом полотне? Давайте хорошенько присмотримся. Вот белая краска, а вот на флаге как раз таки не белая краска. На карте красный крест на синем фоне. На самом деле это очень известная карта, давно и до конца изученная. Флаг на этой карте является официально признанным историческим флагом Мигрелии. Ну да ладно, мы про это еще поговорим. Теперь давайте вернемся к версии абхазского историка. Даже если представить, что это белый флаг с красным крестом, с чего он взял, что он не имеет никакого отношения к Грузии? Во-первых, это Георгиевский крест, символ всего христианского мира, который являлся официальным флагом Восточно-Грузинского Иберийского царства и который сегодня нанесен на государственный флаг Грузии. Ну хорошо, допустим, что это был именно генуэзский флаг и даже не синий флаг с красным крестом, то тогда нам нужно обратиться к истории. Генуэзцы начали строить порты на побережье Черного моря в 13 веке. Что же касается ухода этих колоний с побережья Черного моря, то это конец 15-го, начало 16 века. Давайте напомните мне, каким годом датируется карта Диего Омема. Да, действительно, это карта португальского картографа Диего Омема. Карта 1559 года выпуска. Правильно, 1559 годом, то есть вторая половина 16 века. Соответственно, после ухода генуэзских колоний прошло как минимум 60 лет. Неужели Диего не знал, что генуэзцы уже как минимум полвека тут не обитают? Когда наш абхазский историк рассказывает нам про теорию, что это был генуэзский флаг, он приводит нам карту 1489 года, где на самом деле, и в этом я с ним абсолютно согласен, изображены генуэзские колонии на побережье Черного моря. А значит, эта карта была сделана за 70 лет до карты Диего Омема. Но давайте дадим нашему историку еще один шанс и на секунду представим, что генуэзцы никуда не ушли. Представим, что мы живем в альтернативном мире, и даже опустим тот факт, что это на самом деле красный крест на синем полотне. Вот тут начинается самое интересное. Давайте теперь я вам покажу 3 интересных карты, которые он сделал с разницей в 1 год. Вот та самая первая карта, которая датируется 1559 годом с надписью Мигрелия и с крестовым флагом. Теперь давайте посмотрим на следующую карту, которую Диего сделал через год, в 1560 году, и увидим практически аналогичную карту. Мигрелия расположена также вдоль побережья Черного моря, почти до Азовского моря. Над ней веет тот же флаг, только уже с другими расцветками. А по поводу этого флага что скажет наш начинающий историк? Чей это флаг? Тоже генуэзцев? Или может Канады? Или может Римской империи? А я вам скажу, чей этот флаг, но, наверное, уже каждый грузин и каждый мигрел понял, что это за флаг, но все же давайте погуглим. Даже российский поисковик Яндекс показывает, чей это флаг. Официально исторически признанный флаг Мигрельского княжества Дадьяни. И не считать его грузинским невозможно. До сих пор этот флаг является флагом Мигрельского региона. Но это еще не все. Давайте смотреть третью карту Диего, которую он сделал еще через год, то есть в 1561 году. И что мы увидим?
На этой карте та же ситуация, та же надпись Мигрелия в том же месте и с тем же флагом, но только с другой расцветкой. Друзья, на самом деле вся научное сообщество прекрасно осведомлено о картах Диего Омема и прекрасно знает, что на этих картах изображены 3 вида мигрельских флагов. Вот различные варианты реконструкции флага Мигрелии. Все 3 взяты из различных версий карт Черного моря, составленных Диего Омемом. Первая карта, о котором наш начинающий историк говорил, на самом деле голубой флаг с красным крестом. Вторая карта сделана через год, в 1560 году. Тут красно-синий флаг с желтым крестом. И третья, 1561 год, красный-желтый крест с красным фоном. Как вы могли убедиться своими глазами и ушами, этот флаг не имеет никакого отношения к генуэзцам. Во-первых, потому что просто при составлении карты Диего генуэзцы как минимум полвека не находились на территории Черного моря. А во-вторых, этот флаг официально признанный и один из 3 флагов Мигрельского княжества. Человек, который обвинял грузинских блогеров во лжи, сам опозорился на весь интернет. Будьте аккуратны в интернете и не поддавайтесь на фальсификацию истории Абхазии. Будьте аккуратны в интернете и не поддавайтесь на фальсификацию истории Абхазии.